Также с гастролями в Москву приехал Татарский государственный академический театр имени Камала. Он привез 7 спектаклей. Первый в череде постановок «Хаджа Насреддин» накануне уже увидела столичная публика. А вот чтобы ознакомиться не только с работами, но и с историей труппы, можно посетить Бахрушинский музей. В Каретном сарае сегодня открылась выставка «История татарского театра» в афишах и плакатах. Наряду с ними в экспозиции представлены макеты, спектакли и костюмы. Проект приурочен к 110-летию театра. История татарского театра началась 22 декабря 1906 года. Именно в этот день представители прогрессивной молодежи Казани сыграли первые публичные спектакли на татарском языке «Жалкое дитя» и «Беда из-за любви». Вот афиша к постановкам написана арабской вязью. На ней подробный отчет о том, что ждет зрителей в антракте. Стоимость билета 3 рубля, недешево. Для сравнения, цена лошади в то время 9 рублей. Самые первые афиши, надо отметить, писал драматург Галиаскар Камал со своим сыном Анасом Камалом. Он собственноручно оформлял по 30-40 афиш. Он был виртуозом, каллиграфом, знал все тонкости арабского письма. Афиши оформлялись с учетом вкусов, потребностей и особенностей публики. Например, организаторы точно знали, женщина-мусульманка не пойдет на спектакль, где в зрительном зале рядом с ней будут сидеть мужчины. Поэтому в афишах было специальное упоминание о том, что для женщин предусмотрен бельетаж с вуальными шторами. Со временем, желая привлечь большее количество зрителей, плакаты к спектаклям стали оформлять в ярком цирковом стиле. Спектакли шли по 8 часов, иногда до 3 ночи. И об этом тоже предупреждали. После спектакля обязательно танцы, концерты. И во время антракта звучит музыка. В 20-е годы воцарилась эстетика конструктивизма. Афиши броские, с экспериментальными шрифтами, на эмблеме театра трактор и линии электропередач. Появляется коллаж с фотографиями всей труппы и руководства театра. В конце 30-х стилистическое многообразие уступает место штампу. Новые эксперименты появляются лишь в 60-е. Это расцвет рисованной афиши в Казани. Ну а плакаты 90-х – это язык подтекстов и скрытых смыслов. Вот эти афиши, допустим, «Плаха», «Ахырзаман» мы делали на сломе эпохи нашей перестройки. И афиша такая жесткая, потому что и спектакль прозвучал очень вовремя, жестко. Сейчас у татарского театра имени Галиаскара Камала началась новая история. Сменился репертуар, обновились афиши. Они в современном рекламном стиле, но неизменно с национальным колоритом. Алия Шрифуллина, Александр Подкоха. Новости культуры.